Глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов принял участие в совещании в режиме видеоконференц-связи под председательством министра экономического развития России Максима Решетникова. Мероприятие было посвящено вопросам улучшения условий ведения бизнеса в субъектах СКФО. В частности, был проведен анализ текущего состояния делового климата и хода реализации дорожной карты в регионах СКФО по достижению показателей национальной модели целевых условий ведения бизнеса. Махмуд Али Калиматов проинформировал о мерах, которые реализуются в республике для привлечения инвестиций и поддержки предпринимательства. В их числе создание 3 промышленных площадок, где земельные участки выделяются инвесторам без торгов после одобрения проектов на инвестиционном совете. Также глава Ингушетии сообщил, что в регионе разработана дорожная карта, которая включает мероприятия по улучшению инвестклимата и упрощению процедур введения предпринимательской деятельности. Более того, в республике действуют институты развития бизнеса, такие как Фонд поддержки предпринимательства, Фонд развития промышленности, Корпорация развития Республики Ингушетия, ОНО «Мой бизнес», Бизнес-инкубатор, Центр поддержки экспорта, Президентский фонд культурных инициатив. Отметим, национальная модель нацелена на кардинальное улучшение инвестиционного климата в российских регионах через реализацию конкретных реформ, востребованных бизнес-сообществом. Ее реализация позволит не только обеспечить благоприятную среду для предпринимательства, но и решить стратегические задачи по стимулированию инвестиций, обеспечению финансовыми ресурсами для роста экономики и развитию рынка труда. Мы для улучшения климата республика, это устранение административных барьеров, рост числа субъектов МСП, достижение целевых показателей. У нас к 2030 году будут достигнуты показатели эффективности по всем основным направлениям. В настоящее время нами проводится работа по улучшению инвестиционного климата. Я сам возглавляю инвестиционный совет, и в части этого могу сказать, что проекты, которые представляются, имеют статус, мы даем статус инвестора, предусмотрено понижение ставки по налогу на прибыль, полное освобождение от налога на имущество, меры поддержки предусмотрены на законодательном уровне республики. В отношении организации обеспечивать продовольственную безопасность. Принят региональный закон, это на системе налогообложения, в соответствии с которым налоговая ставка снижена с 6 до 2%. Все инвестиционные проекты подаются Минэкономразвития в рамках одного окна. Принимаемые меры поддержки позволили увеличить число субъектов МСП с 2024 года более чем на 10%, а число самозанятых увеличилось от 14 до 21 тысячи человек.